Пожалуйста. Ну, я вот часто бываю на конференциях, где общественные организации подают обращения к органам власти, да, а органы власти их упорно и усиленно игнорируют. Вот, они потом разводят руками, говорят, что ж нам дальше делать, да, как бы обращаются в высшие инстанции. Вот, вы какие-то сроки устанавливаете, допустим, в какие вот временные рамки должны рассмотреть наше обращение, да, ну, может быть, это месяц, как там по закону, Ну, вот, и что потом? Ну, я же вам, вот, в принципе, это тот же самый вопрос. Ну, вот мне вот именно по Какой период? Да. Ну, я вот почему, вот, допустим, сегодня выбрал этот период. Знаете, так сложилось уже в истории 22 года, 22 года обустройства на родине основной массы крымских татар, я так уже охарактеризую. Сложилось, что все власти реагируют или чувствительно относятся к крымским татарам именно в период до 18 мая. Вот я много лет проработал в органах власти, и именно самый благоприятный период донесения до высших руководителей Крыма или Украины именно в этот период. Поэтому эта пресс-конференция и выбран этот период обращения. Но меня подвигло и другое еще. Ведь газета – это информационный вестник. В газете уже неоднократно «Голос Крыма», понимая об актуальности и чреватости этих норм, публикуется ряд статей уже, благодаря редактору, который понимает эти проблемы. В этой статье, которую я писал еще, подал это в редакцию в конце февраля, продемонстрировано обращение, в принципе, в закрытой форме к нашему народному депутату или председателю Меджлиса, который своевременно должен был прореагировать и провести. Сегодня с начала марта уже март, апрель, май, почти вот 2 с лишним месяца. Ни реакции, ничего нет. Я вам еще раз говорю, реакция та, которую они готовят в представительном органе, это обратиться с трибуны к людям, а все крымские татары знают очень живой интерес, в кавычках, к докладам сегодня наших представителей. Я вам на Хадерлес Бейрам просто хочу сказать, что никто и не слушал выступления, вы представляете? АТР красиво, правда, это все замаскировала, показала картинку, только сцену, а не показала людей одновременно. Вот. Как они восхитительно слушали поздравительные речи наших руководителей. Поэтому я считаю, что если ты представитель народа, ты должен честно исполнять свой долг. Вот это я вам могу точно сказать. Если ты не реагируешь на трибуне Верховной Рады, хотя бы приедь и поднимай и работай с людьми. Можно, да? Но все-таки вы не уточнили, до какого периода будете собирать подписи. Я же сказал, первый шаг я сделаю это уведомлением, это, наверное, в течение месяца, а потом я обязательно соберу и по итогам буду держать в курсе всех журналистов о ходе, о планировании, какие масштабы будут и так далее. Потому что это первый шаг. Благодаря вам, я надеюсь, конечно, что вы подадите нормальную, здравомыслящую информацию, чтобы люди адекватно восприняли, что начато вот такое движение народное. Как оно дальше будет? Встретимся через месяц-полтора. Я готов, как по итогам уже реакции наших мужей.